Друзья, добрый день! У нас сегодня разгрузка. Очень много машин пришло, в основном все клиентские. И вот такая вот Маджеста, наконец-то я ее настиг, нашел. 200-я Маджеста, обновленный кузов полностью, обновленная база, она стала чуть длинней. За счет того, что они сделали длиннее базу, да, увеличили, во-первых, и багажник, и заднее пространство для пассажиров. То есть, в принципе, эта машина позиционируется как автомобиль с водителем. Вы будете сидеть сзади, причем именно слева, да, с левой стороны, так как это в Японии у нас левостороннее движение, вы будете сидеть слева. И все для этого сделано. А водитель будет вас комфортно возить. И сидеть он будет справа. Такая вот малышка. Очень интересная. Сейчас я вам расскажу детали, какие у нее есть. Что они изменили относительно. Я извиняюсь за шум там. У нас разгрузка, цепи, все дела. Давайте, наверное, мы переместимся сразу в салон, чтобы шум этот не замечать. Вот такая вот красоточка. Оп. Что мы имеем? Мотор 4.6. Это 347 лошадиных сил. У данной модели бывает 4.3, бывает 4.6. 4.3 такой же, как на Цельсиоре, как и на предыдущей Маджесте. И 4.6 это обновленный мотор. Очень мощная машина. Ну, я считаю, прям топчик. Для такой машины это идеальный мотор. А что еще интересного? Так это 8-ступенчатая коробка. Здесь 8 скоростей. Так, сейчас мы отключим все приблуды. Автоматическое сиденье подъехало, руль, естественно, автоматический, электро тоже он регулируется во всех плоскостях, вверх-вниз. Тахометр у нас... Спасибо. Тахометр у нас такой же, как на новом Альфарде. Ну, в принципе, видите, да, то есть, я думаю, сразу узнаваемый он такой. Здесь что-то похожее от предыдущей Маджесты и, замечаете, да, похоже на Краун 200, да, вот от LED. Атлет, роял салон, то есть вот эта приборная панель, она вся в принципе выполнена очень похоже, как и там. Шикарная машина, вот до 3000 оборотов, если ехать, ее реально почти не слышно. Чуть-чуть что-то там, где-то что-то там. Подрывная сила бешеная просто. Машина аж немножко телепается. Кайф. Итак, по передним пассажирам что мы имеем? У нас подогрев, охлаждение передних сидений. И то я вам скажу, ребят, эта комплектация не самая жирная. У самых жирных комплектаций у них идет вот здесь вот такая вот борода. Я вам фотографии приложу. То есть, которая разделяет задний ряд, и получается это не пятиместная, а четырехместная машина. Ну и, соответственно, вот этот пассажир у нас самый важный, то есть он может, как и во всех краунах, пододвигать сиденье, убирать, унижать пассажира, который ему не нужен, да. Обратите внимание, вот качество отделочки. Кожа на высшем уровне, очень все качественное, хорошее. Здесь как будто с перфорацией. Память сидений у нас, кнопка старт, складывающиеся зеркала, ну электрозеркала, шторка. И если, допустим, вы хотите немножечко подвинуть задние сиденья, да, которые передние пассажиры в какой-то момент передвинули, вы вот так нажимаете, и оба сиденья приподнимаются на начальный уровень. У нас здесь есть люк, вот он люк. Затемняющееся здесь зеркало, как на Цельсиоре, то есть если вы ночью едете и вас слепят, то оно немножечко затемнится. Вот такая вот интересная машинка. Что у нее по особенностям, по управлению? У нее очень крутая рулевая рейка. VCP или что VCF, что-то наподобие, ну я приложу обязательно к описанию ролика. Суть в том, что она меняет передаточные числа во время движения. То есть, когда нужно, руль, скажем так, крутится быстрее, да, скорость увеличивается, руль немножечко крутится медленнее. Но я так понимаю, что это как электрорейка, да, на приоре, да, как бы это смешно не звучало. Но, естественно, это все гораздо более по-умному сделано. Дает это что? Это дает то, что машина гораздо лучше управляется, гораздо безопасней. Она и тормозит, и разгоняется, и, естественно, в поворотах себя ведет гораздо более предсказуемо. Вот такая вот система. Пневма, конечно же, у нее находится под жопой. Эта машина на пневме, как и все практически Маджесты. Давайте посмотрим диски.
у нас диски BBS. Вообще она комплектуется с завода 17 дисками минимальные. То есть 17 это колеса, это прям такой у нее минимум, который дает ей завод. Давайте сядем назад, посмотрим, что у нас сзади. Здесь подлокотник не самый жирный, но тоже комфортный. У нас опускающаяся спинка и подогрев сидений. Шторка, музыка. Здесь все просто. Климат-контроль у нас. Да, то есть для задних пассажиров. И обратите внимание, вот насколько широкое заднее стекло. То есть оно низкое и широкое. И места здесь, ну, очень много, реально очень много места. То есть прям даже если пассажир подвинется передний, вот я сидел спереди, мне было комфортно, и сейчас я сижу сзади, и мне вполне хватает места, то есть ноги мои помещаются. Если я его еще подвину, то тут реально ходить можно. Ну, здесь у нас ничего больше нету такого особо жирного. Здесь есть у нас подсветочка салона с задней части, да, то есть отдельно для пассажиров есть. Вот хотелось бы, конечно, увидеть Маджесту в максимальной такой комплектации. Вот там топ. Там реально такой пульт стоит. Вот здесь такой пульт, которым можно управлять, ну, вообще всем миром, можно так сказать. То есть полностью, что есть спереди, то есть и сзади, ну и даже больше того, что есть спереди, ставят вот сюда для пассажира. Потому что пассажир в данной машине это ключевая фигура. Посмотрите, как это все классно смотрится. Прям красотища, да? Вообще. Милота. Жирная Маджеста. Она всегда была жирной, и ей всегда и останется. Здесь такие вот шторочки, которые можно закрыть, если вам что-то неинтересно. Смотрите, вот здесь вот есть такая подсветочка, ее видно, она как типа диода, то есть такая полоска, которая будет очень красиво, я думаю, подсвещать это все в ночи. Давайте посмотрим багажник. Тут у нас еще Lexus сейчас привезли. Это Мерс. Я его тоже снимал, еще не выкладывал. Ну, давайте посмотрим назад. Такая вот жопа у нее симпатичная. Реально, машина работает, не слышно. Не слышно она как работает. Еле-еле что-то. Так, если отойти на 5 метров, совершенно непонятно, что машина работает. Так. Смотрите, какой багажник. Он гигантский. По мне он даже больше, чем на Цельсиоре. Прям реально огромный багажник. Тут у нас особо ничего нет, только воздушный фильтр. Здесь нету. А вообще в более интересных версиях здесь есть воздушный фильтр с задних пассажиров. Вот, багажник просто огромнейший. Ну, вот такая приблуда. Фары у нее очень крутые. Вот, не знаю, многим не нравится. Она мне напоминает, если честно, эта машина корову какую-то. Но мне эта корова нравится. Жопа у нее стала гораздо интереснее. Она такая более квадратная стала по сравнению со 180-й. Ну, на вкус и цвет товарища нет. Но по мне эта машина, она прям гораздо интереснее смотрится, чем предыдущая. Очень большая машина. Вот такой вот аппаратец.